привет! Доброго времени, мальчишки и девчонки! И снова 2 недели пролетели незаметно. На улице вовсю царит весна, и у нас есть для вас порция отличных новостей. На этой неделе в нашей стране празднуется особенная дата. Милана, ты знаешь, какая? Ну, конечно, 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Верно. Кстати, об этой памятной странице истории знают даже дошколята. 12 апреля отмечается День космонавтиков. Кто первый космонавт? Юрий Гагарин. Кто первый космонавт? Юрий Гагарин. Кто был первый? Юрий Гагарин. Ты хотела бы стать космонавтом? Ты знаешь, что такое космос? Там много звезд. Космос красивый. А что такое космос? Солнце, Земля, планеты. Первый космонавт кто? 12 апреля. День космонавтики. Говорят, что из космоса наша планета выглядит очень красиво. Не знаю, какой вид из космоса, но вот после зимнего снега дворы и парки города выглядят не ахти, горы бумажек и прочего мусора. Поэтому очень важно вовремя приводить в порядок не только свой дом, но и свой город. Такое субботник, для чего проводятся субботники и что нужно сделать, чтобы наш город всегда был чистым и красивым. Это день, когда все люди убираются в городе, чтобы было чисто. Нужно убирать в городе, соблюдать чистоту и не бросать этикетки. А для того, чтобы не было грязно, что нужно делать? Убираться. Убираться. А сорить нужно, нет? Нет, нужно лучше в мусорный бак бросать. Субботник это обычно бывает в субботу, когда во всех работах все собираются и в каком-нибудь месте убираются, убирают пыль, всякие обертки. А теперь скажи, что бы ты сделал, чтобы наш город стал еще лучше? Я бы начал подметать, потом убирал всякие обертки, не кидал их, например, от чупа-чупсов, от чипсов всяких, от соков. А что бы ты мальчикам и девочкам сказал, чтобы они... Не кушайте чипсы, потом не кидайте эти обертки на землю, и надо их выкидывать в урну. Во время субботника снег копали, мусор убирали. Другая часть, вон там мусор убирают, подметаем. Субботник – это когда делать чистоту, и все люди собираются в каком-то месте и наводят порядок, подметают, убирают там мусор и так далее. А что мальчикам и девочкам можно сказать? Я бы сказал им, не бросайте мусор, а лучше помогите нам убираться. Я в столовую убирался, помогал мальчикам. Мы копаем еще снег, чтобы на территории школы было чисто. Мусор убираем. Убирали, подметали, снег чистили и мусор убирали. А как ты думаешь, вообще для чего нужны субботники? Чтобы школьные дворы, весь город был чистый. Чтобы не мусорили, не разбрасывали там мусор, пакеты. В мусорку бы все выбрасывали. Я хочу, чтобы все не мусорили на улице и убирали за собой, чтобы город Тюрбай был самым чистым. Никита, а ты знаешь, какой христианский праздник у нас буквально на носу? Конечно, и я его очень жду. Это Пасха. Событие Воскресения Христова – самый большой и светлый христианский праздник. Давай расскажем о нем нашим телезрителям подробнее. Праздник Пасхи был, остается и есть великим праздником. У православных христиан он ассоциируется с возрождением жизни. Люди верили, что на Пасху сам Бог ходит по земле и благословляет тех, кто проявляет милосердие. Я хотел бы в эту неделю поздравить всех с наступающим праздником, светлым праздником Пасхи, и особенно детей, потому что они тоньше воспринимают это волшебство, которое есть в храме, волшебство этого, смысл этого праздника.
воскрешение из мертвых, вера в необычность и продолжение нашей жизни. И, собственно, на примере вот детей мы видим, как это возрождается жизнь, и из поколения в поколение рождаются новые люди, появляется новая жизнь. К празднику Светлой Пасхи готовятся заранее. В чистый четверг убирают дом, в субботу пекут куличи, стряпают творожную пасху, красят яйца. С особым старанием и фантазией готовят к празднику пасхальные яйца. С орнаментом или рисунком – писанки, окрашенные яйца в один цвет – крашенки, так их называли в старину. Ребята из воскресной школы храма Отрады и Утешения уже начали подготовку к светлому празднику, и каждый на свой лад и умение расписали пасхальные яички. Я готовлю Пасхи, делаю яйца, раскрашиваю их. Еще я приготавливаю корзинку специальную для сладостей. Ну, я люблю праздник Пасхи. Там яички можно собирать. Очень весело на Пасху. Для меня это значит, я всегда стараюсь прийти на службу сюда, в церковь, постоять, помолиться. Пасха для меня праздник это самый хороший, добрый. Для меня праздник Пасхи это большой, когда отмечает его вся страна. Для меня праздник Пасхи это самый лучший праздник. Можно яйца находить. Мы на один день все готовим, а на следующий день уже как все собираемся и ходим кому-нибудь. Мы дома с мамой вместе красим яйца, печем куличи и делаем Пасху. Мы с мамой тоже красим яйца, готовим куличи. Мама делает дома, убирается вещи. А я тоже аккуратно, а Софа нет. И раньше, и сейчас раскрашенные яйца полагается дарить с пожеланиями здоровья, добра и удачи. Пасхальными яйцами принято христосоваться. По традиции крашенки и писанки подают к пасхальному столу и дарят друг другу всю праздничную неделю. Мне кажется, очень символично, что дети украшают яйцо. Потому что ведь в любой традиции яйцо – это символ жизни. Так вот? И дети, они очень интуитивны. И кто, как не дети, может весь свой внутренний мир украсть вот этот вот символ, да, жизненный символ. И мы, в свою очередь, от всей души поздравляем вас, ребята, с наступающим светлым праздником Пасхи. Пусть ваши сердца будут наполнены добром и любовью к ближнему. Милана Семрякова, Оксана Михайлова, Любовь Карпова. Специально для детского времени телекомпания СТВ. Вот такой насыщенной выдалась эта неделя. Но это еще не все приятности, которые мы подготовили. И у нас сегодня в студии необычный гость. Знакомьтесь, Даша Смирнова. 2 недели программы «Детское время» вместе с магазином «Кроха» проводили конкурс репостов. И у нас есть победитель. Держи, Даша, приз, билет в кинотеатр «Атмосфера». Спасибо. Ну а тем временем наш выпуск подошел к концу. Пишите нам в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Новостная программа «Детское время». Кстати, сейчас у нас стартовал новый конкурс. Следите за сообщениями в группе и выигрывайте мега крутые призы. А с вами были, как всегда, очаровательная Милана Семрякова и неподражаемый Никита Полосков. Всем пока!